семьях хранятся тысячи артефактов разных. Люди даже не понимают, что это артефакты. Это могут быть письма, фотографии, предметы одежды, да, старые. Это могут быть документы старые. И они, к сожалению, безвозвратно теряются. Самая главная наша миссия нашего проекта — сохранить. Недавно меня очень сильно впечатлила одна история про бабушку, крымскую татарку, которая, очевидно, вышла замуж уже за представителя другой национальности. Она уже понимает, что она осталась навсегда в Узбекистане. И вот она уже там, в последние годы, наверное, своей жизни просто подарила старый Коран, еще крымский, знаете, приехавший из Крыма Коран, передала какому-то узбекскому научно-исследовательскому институту. Это, да, слава богу, что это произошло. Я рад, потому что он так сохранится, с ним будут работать какие-то ученые, да, то есть рано или поздно это все-таки где-то выплывет, и, может, его опубликуют, покажут картинки и так далее. Но меня пугает сама мысль о том, сколько вот таких вот артефактов и реликвий семейных мы уже никогда не увидим. Мы стали больше собирать семейные истории. Это оказалась очень интересная штука, потому что люди как-то сами начали нам рассказывать какие-то вещи. Когда они присылали нам фотографии, то параллельно мы расспрашивали. И периодически получалось, что за фотографией хранилась очень большая, интересная, какая-то местами забавная, иногда очень печальная, грустная семейная история. И когда мы стали их публиковать, получили очень большой отклик читательский. И это тоже такая очень большая часть нашего проекта. Очень много материала нам присылают наши читатели. То есть у нас, в принципе, такой проект очень сильно ориентированный на аудиторию. Мы все время пытаемся вытягивать из наших читателей, все время призываем их и просим поковыряться, поискать. Все люди очень разные. У нас есть пара девушек, которые ездят по Крыму, путешествуют и все время присылают нам фотографии старых домов. Волонтеры такие, знаешь, то есть в этом плане мы очень благодарны нашей аудитории, тем людям, которые нас читают, любят и тоже пытаются делать что-то для сохранения того, что осталось. Очень много контента мы берем из каких-то старых изданий, причем мы как-то, стараемся избегать то, что я бы условно назвал попсой. То есть книги, которые, просто уже гуляют давно по интернету, там, изученные, да, часто цитируются, например, там, Марков «Очерки Крыма», да, или там Илья Челеби, там, «Путешествия». То есть они у всех на слуху, и все знают, но мы стараемся находить такие источники, которые, выражаясь научным языком, мы могли бы ввести в научный оборот. То есть мы ищем какие-то мемуары, воспоминания, письма, да, дневники какие-то. Мы ездим по селам, по городам, по удочкам гуляем. Мы берем с собой 3 детей, мы изучаем архитектуру, мы разговариваем со стариками, прохожими, именно коренными жителями, да, этих населенных пунктов. Выуживаем что-то, фотографируем и публикуем. Те, кто хотел бы, готов оказать помощь проекту, готов приложить руку к нашему проекту и считает, что мы занимаемся действительно полезным делом, мы с удовольствием пообщаемся. То есть вы можете писать нам в личку, либо писать в комментариях под видео, которое сейчас готовится, и мы с удовольствием свяжемся и пообщаемся, и, возможно, найдем какие-то точки соприкосновения.